Год назад оттепель едва не устроила трагедию в Сыктывкарском детском саду номер 120. Под упавшей с крыши глыбой едва не погибли трехлетние дети. Утром 2 марта они, как всегда, вышли на прогулку. 3 девочки вышли за пределы площадки и пошли в сторону воспитателя. В этот момент упавший с крыши снег, как лавина, накрыл их с ног до головы. Другие чудом успели отскочить. Первого ребенка откопали через 6 минут, затем остальных. 9 часов 58 минут 43 секунды. Извлекли второго ребенка. Ребенок самостоятельно идет. Первого ребенка на руках держали. 9 часов 59 минут 00 секунд. Извлекли третьего ребенка. Всех 3 детей доставили в республиканскую больницу. Дети едва не погибли. Как скажет позже, во время последнего заседания суда по этому делу прокурор Коми Сергей Бажутов, более тяжкие последствия не наступили исключительно вследствие благоприятного стечения обстоятельств. Упавший снег толщиной до полуметра был относительно рыхлым и мягким, без льда. Впрочем, веса хватило, чтобы с корнем выдрать саморезы и снегодержатели. Примечательно, что по документам и официальным отчетам снега на крыше детского сада вообще не было. Почему не совпало де юра и де факто, правоохранители спросили у заведующей детсада. Она отчитывалась о том, что в течение года, что снег почищен перед управлением дошкольного образования, что все хорошо, сосулек нету, свисающего снега нету. Действительно, в ходе года сбивались эти сосульки. Лицами, опять же, которые в обязанности не входят, это дворники и свисающий снег. Однако в течение года полностью снег с крыши не чистился. В этом году большого скопления снега в начале первой оттепели на крышах Максаковского садика мы не увидели. Похоже, печальный опыт прошлого года все-таки образумил руководство дошкольного учреждения. И кровлю здесь чистят вовремя, а вырванные лавиной снегодержатели восстановили. Беда едва не случилась сегодня в жилом доме по Сысольскому шоссе. Под тяжестью снега обвалился козырек крыльца. К счастью, никто не пострадал, но на какое-то время жители оказались заблокированы. Не сразу удалось открыть дверь. Кстати, здесь же могла пострадать и наша съемочная группа, которая встречалась с жильцами дома буквально за час до обрушения козырька. Вот она, пока еще целая. Но в тот момент люди жаловались нам не столько на него, сколько на крышу самого дома. В здании 58-го года постройки потолки всех квартир 2-го этажа начали протекать. Эта вода, она пройдет и сюда, а здесь уже все, электричество. Пыхнет моментом. У пенсионера-инвалида Сергея Нечаева тазик под такие сюрпризы погоды всегда наготове. Ведь ситуация повторяется из года в год по весне и летом во время дождей. Гостиная, кухня, санузел. В его квартире нет места, где хотя бы раз не протекало. У его соседки Ольги Тороповой протекает в ванной. Душ можно и не включать. В прошлом году залила гостиную. Жильцы отмечают, это лишь начало. Снега на крыше около полуметра, так что еще все впереди. Будет заливать и подъезд вместе со старыми электрощитками. А вход в дом скоро придется застилать досками. Там всегда стоит талая вода до ступенек. Решили вызвать журналистов заранее, в надежде, что после показа по телевидению наконец зашевелятся коммунальщики, которым, согласно квитанциям, люди ежемесячно платят за содержание дома более 600 рублей. Почистили, где у меня течь начала, вы можете там посмотреть с той стороны, и там у них. Вот кусочек, где текет, почистили, все, а снизу лед, сантиметров 50. Он тает, и все льется в наши квартиры. А это деревянные двухэтажки на Октябрьском проспекте. Свесы и сосульки на их крышах вовсю угрожают прохожим. Кое-где уже падают прямо на тротуар. Внучку каждый день предупреждаю: смотри на крышу, не ходи близко к зданию. Нет, смотрим. А как опасно очень. Вот, кстати, на Чкалова я шла там. Сзади меня упала такая глыбина, я даже перепугалась. Вот это тоже было недавно, неделю ровно назад. В центре Сыктывкара ситуация, по признанию жителей, лучше. Крыши от наледи и снега все же начали чистить. Нет, сосулек, кстати, нету. Нормально убрались. У нас, по крайней мере, на домах нету. Очень хорошо. На Карманашце, там у нас вообще почти, вот, за месяц раза 3 счищают даже крышу. Очень хорошо, с моей точки зрения. Страдают от невнимания хозяев и здания. Неделю назад магазин в центре города лишился фасадного козырька, не выдержал веса снежной шапки. К счастью, в этот самый момент под ним не оказалось посетителей. Подрядчики уже приступили сооружать новый навес крыльца. По их утверждению, эта конструкция должна оказаться крепче. В мэрии Сыктывкара принимают жалобы жителей на управляющие компании, которые и отвечают за очистку крыш. Ранее градоначальник озвучил и то, что нерадивые коммунальщики будут подвергаться штрафу. В условиях резкого потепления работа таких компаний, вернее ее отсутствие, особенно заметна.
Константин Куратов, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.